Всем мои добрые пожелания, с вами SIPday Tom. Я сегодня хочу рассказать об операционной системе Windows 10 Pro Insider Preview, пробная версия Build 174. Вот такая версия. Я решил попробовать Windows 10. Почему? Потому что многие говорят об этой версии, о новой операционной системе. Она уже была запущена в конце 2014 года. Официальный релиз поступил в интернете, и можно скачивать и апгрейдить, причем бесплатно. Я пользовался 7 версией, 8 нет. Почему-то не знаю, почему не пользовался, но в общем я с 7 версии сразу перешел в 10 и бесплатно пользуюсь теперь пока демо-версией, как я понимаю. И Microsoft напрямую работает со своими потребителями и общается и получает от них замечания, и видимо они что-то будут еще доделывать, допиливать, что называется. В общем, они реагируют теперь со своими потребителями на пожелания своих потребителей напрямую. Есть у них такая система, вот здесь, да, через спуск, если мы забьем в систему Windows Feedback, откроем, у них тут целая система отзывов. В общем, тут можно зарегистрироваться и написать свои впечатления и замечания. В общем, все, что вы хотите, можете здесь написать. Я же хочу рассказать о своем первом впечатлении, что здесь меня заинтересовало и что здесь мне понравилось. Ну, я начну сразу с пуска, как и многие. Пуск здесь, идеология самого пуска, она не изменилась, что мне нравится относительно Windows 8. Windows 8, я говорю, не пользовался, но пытался посмотреть, но там все как-то заново надо было осваивать. А тут ничего новому в принципе учиться не надо, но хотя внешне пуск он изменился, конечно. Изменился графически, но еще тут есть некоторые моменты. Предположим, этот пуск можно будет раздвинуть на весь экран. Таким образом, и слева здесь появляется, не появляются они, вот, в общем-то были, но вы всегда имеете доступ к основным своим необходимым программам, причем высвечивается часто используемо. Тут можно войти в проводник, в документы, отстроить параметры. И самое главное, если вы хотите посмотреть все приложения, которые у вас есть, можете нажать на эту пиктограммку, и у вас в алфавитном порядке ваши программки, которым вы пользуетесь, они расположатся вот здесь. Давайте мы вернемся назад. Ну и вот эти вот пиктограммки справа. Тоже, я считаю, это удобная система для доступа к самым необходимым и нужным системам. Ну, тут, например, есть календарь, есть отправка писем, есть браузер. Об этом вообще о каждом из них, о каждой программке можно отдельно говорить. Это погодные, можно условия смотреть, да, своего собственного региона и так далее. В общем, тут есть 15 гигабайтов места. Облако Microsoft предоставляет, где можно производить записи, сохранять свои записи и структурировать их. Но также можно смотреть музыку, в общем, слушать музыку и смотреть видео, ну и так далее. Тут можно разбираться, сидеть. И вот первые такие впечатления по пуску у меня довольно-таки позитивные. Конечно, можно некоторые предъявлять претензии, что он непрозрачный, но по сути мне как-то это не очень. Меня это мало волнует, но пуск он в таком виде оформлен. Его можно раздвигать и сдвигать в такое вот положение. Это первое. Ну и по пуску еще хочу сказать следующее. Если вы нажмете правой кнопкой мыши, то у вас есть доступ ко всем основным параметрам управления самого компьютера. Программы компонента, допустим, до управления электропитанием, ну и так далее. Система, диспетчер устройств, здесь есть сетевые подключения, управление дисками. Ну, допустим, давайте посмотрим сейчас, скажем, панель управления.
Таким образом, к основным параметрам у нас есть доступ через один клик, что называется. Диспетчер задач, допустим, да, здесь можно посмотреть систему загрузки, что и как у нас потребляется, ну и так далее. А подробно об этом можно будет говорить потом, я буду говорить потом, сейчас же общие моменты. Что мне еще действительно понравилось, это рабочий стол. Рабочий стол, ну, на данный момент у нас тут уже открыты некоторые страницы, да. Сколько бы ни было окон, они все будут располагаться здесь, они будут видны, но самое главное, здесь можно создать дополнительный еще рабочий стол. Их можно создавать несколько. Ну, предположим, нажимаем на эту кнопку, и у нас появляется второй рабочий стол, и он пуст. Допустим, мы здесь откроем еще какие-то приложения, скажем, откроем мы программу набора текста, да, Word, дальше, ну, что-нибудь еще, ну, допустим, записи откроем, да, панель управления, допустим, ну и давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. И вот второй рабочий стол заполняется уже теми компонентами, которые мы только что создали, да. Переходим к первому рабочему столу, здесь уже набор другой. И таким образом у каждого рабочего стола вы можете открыть дополнительно те программы, которыми вы пользуетесь, и переходить из одного в другое. Вот таким образом можно создать этих рабочих столов много. Мне кажется, это очень удобно, когда вы сразу работаете и запускаете несколько программ. А такая нужда, в общем-то, иногда и бывает, а бывает очень часто. Эти рабочие столы также можно тут закрыть. Ну, давайте я пока сейчас закрою приложение. Но теперь некоторые детали по некоторым программкам. Ну, к примеру, что мне тут понравилось. Реально я впечатлен браузером. Мы сейчас зайдем на какой-нибудь сайт Яндекса. И смотрите, что тут интересно. Предположим, мы находим какую-то интересную информацию. Смотрим вправо вверх и создаем так называемую веб-заметку. Вот появляется такая панель управления. Здесь есть такие, к примеру, возможности. Мы можем, выбрав цвет, допустим, красный в данном случае, да, и это дело сохранить у себя в компьютере. Создать папку, допустим, и добавляем. Второй момент. С текстом можно также поработать, выделяя какие-то абзацы цветом, предположим, таким образом. Это делать можно прямо на сайте, на любом сайте в интернете. Далее есть момент выделения. Так, это у нас очистить все. И тут мне нравится еще такой компонент. Давайте посмотрим еще заметку. Мы можем добавить заметку, предположим, вот к этому сообщению. И тут что-то прописываем. Новости, допустим, да. И также это дело сохраняем. Жмем, предположим, и добавляем в сохранение. Но мне больше всего понравилась другая идея. Ну, предположим, вот это вот вырезать. Хотя есть ножницы, система ножниц в пуске у Windows, но в браузере этого не было ранее. И выделяем какую-нибудь область, но прямо на сайте копируем и запускаем, предположим, наш Word. И таким образом прямо из сайта вставляем вот эту часть информации. И те, кто работает с текстом, допустим, пишут какие-то рефераты, контрольные работы, дипломные работы, особенно студентам, это очень полезная программка и фишка. Ну, допустим, я бы сам и сейчас с удовольствием буду пользоваться этой системой. Почему она удобна для работы в интернете? Это действительно мне понравилось.
Есть такая программка календарь, и этот календарь практически ваш деловой дневник. Здесь можно прописывать основные идеи, моменты для работы на компьютере, возможно, да, и вообще. В общем, это некий такой деловой дневник, да. Здесь можно что-то запрограммировать, зафиксировать, задать, и в определенный момент вам все это будет календарь напоминать, допустим, в какое время что нужно здесь посмотреть. Ну, я так для примера тут прописал, допустим, да, на завтра у меня тут что-то есть, посмотреть нужно, да, и мы можем рассмотреть детали. Есть еще такая интересная фишка у Windows 10, она была и в других операционных системах, но тут как-то она сделана более логично, и она вынесена в трей. Это виртуальная клавиатура. Лично мне эта система иногда бывает нужна, ну, к примеру, для демонстрации, скажем, возможности написания хакасского шрифта, национального шрифта. Допустим, я хочу показать, как им пользоваться. Предположим, я открываю ту же записку, да. Если бы была бы обычная клавиатура, то я бы не смогу показать, наверное. А тут есть такая возможность. Ну, предположим, я рассказываю о шрифте и говорю, что вот, допустим, есть буква N, нужно нажать таким образом. И если я хочу пояснить о том, как набирать символ национальный, а он задан в определенной системе, да, в определенном наборе, я говорю, что нужно будет нажать на Alt, предположим, да, и N. Тогда у нас будет задан новый символ. Если мы нажмем на Alt и G, то другой символ, да. И таким образом я показываю, что национальные символы можно задавать вот в определенной последовательности. И есть такое удобство, допустим, демонстрации того, как пользоваться клавиатурой и в какой последовательности и каким набором, да, допустим, Alt, я, допустим, да, ну и так далее. Жмем Shift, допустим, ну и в общем поясняем всю систему пользования клавиатурой. Это очень удобная система, мне она нравится, и видите, тут сразу можно наблюдать, как правильно задавать те или иные символы. В Windows 10 заложена система уведомлений, обновлений, и если мы в трее опять-таки нажмем на пиктограмму, справа у нас выскакивает вот такое окно. Пока здесь никаких уведомлений нет, но тут можно все настроить. Если мы жмем на какую-то часть окна, скажем, в параметры, то мы выходим в общую систему нашего компьютера и производить какие-то изменения в заданных областях. Вот такие у меня первые поверхностные впечатления, они простые, но что я хочу сказать, что Windows 10 мне нравится, особенно с идеей рабочего стола и система пуска. Очень быстрый и доступный и скорый вариант для работы. В общем, есть быстрый доступ почти ко всем параметрам, которые нужны для обычного пользователя. Говорят, что с июня или с июля месяца Windows 10 поступит официально в продажу. Сейчас же можно это все апгрейдить, посмотреть, попробовать своими руками. Спасибо за внимание. С вами был Сибдей Том.